Село Усть-Ухта стоит на слиянии двух рек – Ижмы и Ухты. Места здесь издавна славились рыбой и дичью. Годом основания села можно считать год рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – 1799. Первым жителем, который обустроился на этих берегах, был Василий Зотиевич Куштысев. Свое хозяйство, дом, огород и пристройки он разбил рядом с рекой, километром ниже от нынешнего села. Близко к водоему начали строиться и последующие жители. Но через какое-то время в Усть-Ухте произошло большое несчастье. Вот именно на территории нашей Усть-Ухты стояла церковь. Построили ее жители на свои деньги, то есть мы жили жители наши достаточно зажиточно и имели средства, чтобы построить церковь на свои деньги. Вот именно. Правда, долго у нас не было ни попа, ни священнослужителя, но церковь построили. И вот однажды, собираясь крестным ходом на Пасху, с Важевелость поднимались сюда на пасхальное служение. И вот случилось у нас там на Важевелость пожар. И уже потом местные жители, скажем так, народ еще темный был, они решили, что это плохой знак, надо перебираться. Но это, скорее всего, легенда, а причину надо искать в другом. Во время половодья река затапливала дома устюхтинцев, и чтобы как-то уберечь хозяйство, жители перебрались чуть выше. Население в основном занималось сельским хозяйством, рыбалкой и охотой. Благо все рядом. Богатые угодья не раз помогали людям. И до сих пор Усть-Ухта славится своими промысловиками. Вот такой острогой во время нереста добывали семгу. Представляете, каких она размеров была огромных? Во-первых, если папа мне рассказывал, морду семги он ложил на плечо, он был выше меня, а хвост волочился по земле. Ведь по Ижме на нерест поднималась наша семга. И рассказывали старожилы, что вообще уникальное зрелище, когда рыба идет на нерест. Воды вообще не видно. Это рыба, ее спины, она как дикая, чуть ли на берег не прыгает. Они идут таким огромным косяком, буквально 2-3 минуты и проходит. Всем известно, что нефть нашли еще во времена Ивана Грозного. И было это тоже в здешних местах. Она самотеком выходила из земли, и люди собирали ее. Недалеко от Усть-Ухты был основан первый в Коми нефтяной промысел. Это был небольшой деревянный сруб. Одно время поиск черного золота принимал масштабы золотой лихорадки. Много местных жителей также работало на нефтепромыслах. Среди них был и Петр Анисимович Истомин, первый коми-летчик. И когда пришло время служить в царской армии, вместе с несколькими товарищами он отправился на службу в царскую армию, так как раньше не было никаких средств передвижения, кроме воды. То есть лодками, пешком они добирались до пункта назначения. И по дороге вообще служивых солдат у нас всегда привечали, не только на Руси, но и в Коми-крае. Поэтому, добираясь с товарищами, на ночлег останавливались в различных деревнях, селах. Петр Анисимович был высокий и привлекательный мужчина, а еще отлично умел играть на гармошке. Однажды в знак благодарности он предложил хозяевам дома, где они остановились на ночлег, сыграть на гармонии. Естественно, на звук гармонии слетелись девчонки. Сами знаете, первый парень на деревне – это гармонист. А местным ребятам это, естественно, не понравилось. Вызвали Петра Анисимовича с товарищами на кулачный бой. Видя своих соперников, не очень-то ему хотелось драться, и поэтому он спросил, есть ли у вас гиря в деревне вашей. Ему предложили 2-пудовую гирю, 32 килограмма. Петр Анисимович с легкостью перекинул ее с одной руки в другую, делая разминку, а затем перекрестился гирей, да и перекинул ее через двухэтажный амбар. Но это не легенда, это действительно быль. Служил Петр Истомин в Кронштадте на военном крейсере и даже получил медаль за боевые заслуги. Но после того, как однажды он увидел летающую машину, у него появилось большое желание стать летчиком. Мечта коми-парня сбылась. По пальцам можно было пересчитать летчиков. Это, может быть, сейчас покажется немножко невероятно, но в те времена летчик мог полетать, допустим, один день в одной армии, то есть в армии беляков, на другой день он мог перейти в Красную армию, и поэтому летчиков-то всех знали и в лицо, и по именам. Петр Анисимович стал большевиком и служил именно в рядах Красной армии. Выполнял множество заданий, есть даже телеграмма, подписанная Владимиром Ильичем Лениным о доставке самолетов в Котлас.
Однажды, выполняя боевое задание, Петр Анисимович попал в плен к белогвардейцам. После допросов его расстреляли. В Санкт-Петербурге остались жена и сын. Местные краеведы пытались отыскать их, но следы родных летчика затерялись в блокадном Ленинграде. Не сохранился и родительский дом Петра Анисимовича. В свое время жилище разобрали с целью поставить на его месте памятник, но, увы, не получилось. Единственная реликвия о первом коме-летчике, которая сегодня находится в музее, это мемориальная доска. Ее на свои деньги заказали и сделали ухтинские пилоты. Своим летчиком устюхтинцы гордятся, как гордятся и главной достопримечательностью села. Это подвесной мост через реку Ухта. Он соединяет село с городом Сосногорск. Если по дороге получается ехать больше 10 километров, то мост сокращает путь в разы. Нынешняя переправа уже вторая. Первую построили в 60-е годы прошлого века. Мост стоял на деревянных буйках немного ниже. Весенние паводки часто смывали переправу. Для нас это уже привычный мост, а для тех, кто видит его впервые, конечно, интересно, и немножко даже страшно, потому что когда идешь по нему, он качается из стороны в сторону, вот так ходуном ходит, но ничего, переходить можно. Хотелось бы железобетонный мост, действительно, чтобы ходили, ну, конечно, не ездили. В основном велосипедисты, чтобы катались. А так, да. Река невысоко поднимается, благо немножко углубили, все великолепно. А вы старый мост помните? Тут Конечно, помню, я Какой все он был? помню. Но он был намного обвисший, и не было вот таких вот укреплений. По словам местных жителей, мост давно пора обновить. За день по нему проходит большое количество людей. Особенно здесь многолюдно по пятницам и в выходные. Здесь проходит фестиваль Сосногорье. В этом году уже в 4-й раз соберутся. Гости приезжают из Сыктывкара, Ухты, соседних сел. Даже из верхних деревень Порожск и Винла приплывают на лодках. Буквально в 100 метрах от моста есть конюшня. Это тоже своего рода достопримечательность села. 3 года назад сюда привезли лошадей. До этого животных держали при совхозе. Но хозяйство развалилось, и рысаков перевели в Усть-Ухту. Мир не без добрых людей. Отремонтировали здание конюшни, обустроили загон и тренировочную площадку. У нас входит как бы в обучение и уход. То есть не так, что пришел, покатался, тебе лошадку вывели. Нет, ребенок должен ее почистить сначала, угостить чем-нибудь вкусненьким, расположить к себе. Ну, соответственно, после тренировки ухаживают за амуницией, ухаживают за лошадьми. Сено летом заготавливаем, трудовые бригады. Как бы нам выделяют места, дети у нас, которые занимаются, они летом в трудовых бригадах работают, то есть там за небольшую плату они помогают. У них свой характер, свои повадки. Они очень чувствуют настроение человека. Если человек, допустим, боится, то они тоже это чувствуют. Если человек обижает их, они как бы тоже могут в ответ. Поэтому и к ним с добротой, и они с добротой. Интересная история ходит в селе и о строительстве детского сада. Говорят, что местные жители в 80-е годы прошлого века написали письмо первой женщине-космонавту Валентине Терешковой с просьбой посодействовать в постройке сада для малышей. Дошло ли письмо космонавту, неизвестно. Но то, что вскоре после этого начались строительные работы, это факт. А еще нам рассказали, что недалеко от села есть соленое озеро. Дорога туда оказалась куда длиннее, чем мы думали. Затерявшийся в лесах водоем нашли не сразу. Оказывается, название водоема произошло не из-за вкуса озера, ведь вода здесь совсем не соленая. Ходит легенда, что в стародавние времена в зимнюю пору по этому лесу ехал купец. Заплутал и остановился отдохнуть на льду озера. А ночью его телега с товаром ушла под воду. Повозка же была груженная солью, белое золото утонуло. Правда это или вымысел, кто знает. Но оказывается, есть еще одно объяснение происхождению такого названия. Раньше у нас здесь было очень много лосей, оленей,
И сами знаете, что они очень любят соль. То есть им, видимо, какие-то необходимые витамины какие-то, то есть кальций. И поэтому взрослые оставляли там кусочки соли, чтобы они их использовали в пищу. И еще на этом соленом озере, что интересно, вот обращаем внимание всегда, плавающий островок такой небольшой. Вот он плавает, передвигается сам по себе. Вот по этому небольшому озеру тоже довольно-таки интересное явление. А еще в Усть-Ухтинских лесах можно увидеть необычные ямы. До них мы, к сожалению, не доехали, зато местные не раз их находили. Мы еще в детстве, когда ходили за грибами, мы понять не могли. Очень много ям. Ну, скажем, глубина 2-3 метра, есть ямы поглубже. И что самое интересное, вдоль этих ям деревья лежат вот так вот красиво. Знаете, мы все время думали, это НЛО, наверное, приземлялось. Мы сами уже там выдумывали. Ну, а потом, когда учили в школе, нам учитель физики объяснил это явление. Газ выходил из земли, то есть происходил своеобразный хлопок, и, значит, земля, видимо, выходила так, поднималась наружу, и деревья так вот очень красиво легли, действительно, как будто НЛО. Сколько занимательных историй хранит Сосногорская земля? Наверное, немало, ведь в каждом селе, каждой маленькой деревушке можно найти что-то удивительное и даже порой необъяснимое. И значит, эта тема в Коми Инкогнито останется надолго открытой.